Здесь пюре из сельдерея с вяленой кониной, пыль из розы. Что? Пыль из розы? Да, из сушеной розы. Это законно вообще, нет? Ну да. Точно? Да. Ладно, хорошо. Вот. Облепиховый гель, соус как раз таки из щек. Подождите, ребята, облепиховый гель. Да. Для душа, для Нет, волос? это облепиховый Что гель, он это? готовится на основе облепихи. Добавляется туда мед, добавляется туда сливки, добавляется туда чуть-чуть сока апельсина, чтобы облепихи не свернулись. Как бы это все блендируется потом и как бы через сито просиживаете. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Исәнмесез, кадерлі дуслар! В эфире программы «Секреты татарской кухни». Давайте знакомиться. Меня зовут Руслан Сабиров, и я новый ведущий кулинарного шоу «Секреты татарской кухни». На телевидении я не новичок. С 2011 года 6 лет на канале ТНВ я вел профтех-реалити-шоу «Мастера». Кроме того, я актер популярного сериала «Улицы» на ТНТ. И хочу признаться, что я большой поклонник татарской кухни и культуры. Больше всего люблю петь песни Салавата. Сайры да сайры, киге киге ялвы ялвы берег, гармун сайлы. И сегодня у нас вновь кулинарный баттл. И я предлагаю уже познакомиться с нашими сегодняшними гостями. Итак, встречайте. Ильнар Гайнудинов. Пожалуйста. И Алексей Давыденко. Я напоминаю нашим зрителям условия нашего баттла кулинарного. Итак, наши мастера, настоящие мастера, шеф-повара, готовят 3 блюда, а я их буду пробовать. Вот и все. У вас в каждом блюде будет один основной ингредиент, из которого вы, соответственно, будете готовить. Ну а дальше уже все зависит от вас, от вашей фантазии, от вашего профессионализма. Итак, первый основной ингредиент – это селедочка. Хотя татар и принято считать мясным народом, но и рыба в их кухне присутствует. Разумеется, речь идет о местной рыбе, выловленной в Волге и Каме. Издавна такую рыбу, как лещ, сазан, судак, употребляли в жареном виде, делали из нее начинки для пирогов. А из мелкой же рыбы, например, окуня, пескаря и ерша, обычно готовили ТБ. Это такой вид запеканки из яйца и рыбы. А вот селедка в местных водах не водилась, соответственно, и блюд из нее немного. В книжке Юнуса Ахмедянова мы нашли лишь один рецепт закуски – сельдь по-домашнему. А сегодня наши шеф-повара продемонстрируют нам еще 2 оригинальных блюда из селедки. Ну, друзья, я думаю, что не нужно тянуть время. Я думаю, что надо уже приступать. И я желаю вам удачи. Спасибо. Теперь давайте поговорим о том, как вообще вы, в принципе, решили прийти в эту профессию. Давайте мы начнем с Алексея, да? Так как я знаю, что Алексей вообще родом из Минска. Это правда или нет? Да, конечно, это правда. Алексей Давыденко, шеф-повар ресторана 50/8. Родился в городе Минск, Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в ресторанах Москвы. В 2010 году переехал в Казань, где буквально влюбился в татарскую кухню. Является одним из учредителей гильдии поваров Республики Татарстан. В 2018 году на выставке Харека бай Казан был удостоен премии «Повар года». Так, и как так вышло, что в итоге ты оказался в Казани? В 2010 году меня пригласили открыть в Казани ресторан с нуля. Вот, и с того момента я остался здесь. Так, а как вообще в принципе в эту профессию пришел? Просто любил готовить, и мне это нравилось. Ильнар, ну такой же вопрос к тебе. Ильнар Гайнудинов, шеф-повар ресторана «Хом Гастробар». Родился в Казани. Окончил Казанский торгово-экономический техникум и курсы шеф-поваров в Москве. В ресторанном бизнесе с 16 лет. Работал в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Является членом гильдии поваров Республики Татарстан. Своей целью видит развитие татарской кухни. Как так получилось, что ты решил стать поваром? Как бы я начал готовить дома. Начинал. Готовил разные там пельмени, там, да, с бабулей, с мамой. Как-то вот мне понравилась эта профессия, как бы кулинарий, да, и как бы я уже потом решил для себя, что надо будет поступать в кулинарный техникум. Вот, поступил в торгово-экономический техникум, закончил его, вот, отучился. Потом первый ресторан у меня был японский ресторан, я делал суши-роллы. И так вот постепенно, как бы, ну, начинал повышать свою квалификацию. Как бы.
Алексей, как дела? Все отлично. Что происходит? Мы на финишной прямой. Уже? Уже. Что ты сделал? Мы порезали картофель Так. отварной, малосольные огурцы, красный лук, добавили всем любимый соус провансаль и зернистая горчица. Теперь мы это перемешиваем. Все перемешиваем. Так. И потом туда селедочку добавим, и все? Нет, ну мы сейчас будем это все наблюдать, да? То есть это основа салата. Ильнар, ну как у тебя дела? Все хорошо, вот почти уже на финишной прямой. Так, что Сейчас осталось делать? Добавляем красную икру летучей рыбы, тобика. Вот. Потом Много всё ее это- надо добавлять? Нет, совсем чуть-чуть, чтобы для цвета, как бы, да. Он придает такой красивый цвет красненький. Слушай, Ильнар, я даже не сомневаюсь, что это будет вкусно, и я даже не сомневаюсь в том, что ты очень круто готовишь. Но вопрос у меня вот какой. Мне очень интересно, какое блюдо впервые в жизни ты испортил? Ну, что у тебя не получилось? Наверное, блинчики. Как у меня с ними очень тяжело так было. Почему? Ну, не знаю, у меня вот не получалось, как бы, во-первых, тесто, как бы, да, и, как вот говорится, первый блин комом. Ну, а сейчас? Ты с Ну, ними дружишь? сейчас уже, да, дружу Точно? с ними, да. Сейчас уже дружу с ними, как бы хорошо получается. Но люблю, конечно, пышные, как бы вот наши, как раз таки татарский каймак. это же Да. вкуснятина. Сметана, там, взять варенье, да, вот Диваникина, там, как бы, вот тогда будет здорово. Алексей, а пробовал ли ты наш татарский каймак с Дывяникиным вареньем? С драниками? Нет, с Дывяникиным вареньем. Нет, еще не довелось. Вот так. Друзья, ну, надо угостить, мне кажется, С удовольствием. Алексея, по-любому. Друзья, я смотрю, вы уже закончили. Нам осталось все это только красиво подать, засервировать. Друзья, это выглядит просто бомбически, если честно. Это очень красиво выглядит, поэтому давайте рассказывать, что. Алексей, начнем с тебя. Да, как я и говорил, что идея была закуска картошка с селедкой и луком, да. Я немного переиграл это, и получился у нас салат. С добавлением красной икры, Так. и я потер немножко хрену. Сверху, да, вот эту? Да-да-да. Мгм. Плюс еще яичко, плюс еще Листики зелень, шпината. шпинат и укропчик. Да. Хорошо. Хорошо. Это вкусно? Думаю, да. Хорошо. Мы попробуем. Ильнар, ну, что, я не знаю, что это какое-то произведение искусства, прям рассказывай, что это все здесь. Это, как я говорил, да, селедка с творожным сыром, мусс из красной капусты, чипсы из бородинского хлеба, лапша из редиски, зеленое масло на основе трав, тобика и микрозелень и кинза. Лапша из редиски. Слышала бы тебя моя Дионика. Все, друзья, давайте пробовать. Только ради этого можно было прийти даже на эту передачу. Итак. Это очень вкусно. Не, реально, это реально очень вкусно. Серьезно. Честное слово. Да, но мне очень нравится сочетание вот еще вместе, когда это с яичком. С яичком. Круто, все, классно. С этим мы разобрались. Ну что, Ильна, это было очень вкусно. Серьезно? Ты уже немножко напрягся или нет? Да нет, напрягся, все хорошо. Точно? Конечно. Все решили икру добавить к селедочке. По всей видимости, так должно быть. Приятного аппетита. Спасибо. Ой, что, вкусненько. А мне понравилось, я прям четко почувствовал вкус мусса из цветная капуста, да? Без обид, но из всего из этого мне больше понравился мусс. Ну, серьезно, это очень вкусно. Слушайте, друзья, но если подводить итоги, это чисто мое субъективное мнение, да? Поэтому без обид. Но в первом раунде побеждает Алексей. Счет 1-0 в пользу Алексея. Уважаемые телезрители, небольшая рекламная пауза на телеканале ТНВ, после чего мы к вам вернемся и продолжим наш кулинарный баттл. Друзья, мы вернулись. Это «Секреты татарской кухни». У нас продолжается кулинарный баттл. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Гайнудинов Ильнар и Давыденко Алексей. Вот. И после первого нашего раунда со счетом 1-0 лидирует Алексей.
Итак, второй раунд. Мы готовим основное блюдо, где главным ингредиентом будут щечки. Телячьи щечки. Не самое последнее место в татарской национальной кухне занимают блюда из субпродуктов. Отварной язык, жареная печенка, отварные почки, жареная баранья голова, а также приобретающие все большую популярность в казанских ресторанах телячьи щеки. Нежные щеки насквозь пронизаны тонкими коллагеновыми прожилками, что и придает им особенную шелковистую текстуру. Готовое мясо можно просто разделять ложкой без использования ножа. Главный секрет в том, что их нужно хорошо протушить от 4 до 6 часов. Будем готовить телячьи щечки с соусом из горелого перца, с маленькой копченостями, да. Добавим туда вяленую конину, пюре из сельдерея копченого, зеленое масло и сушеные розы. Алексей, что у тебя? У меня будет каша из полбы, говяжьи щеки и немного импровизации. Итак, что мы делаем? Это каша из полбы. Да. Так. А это что такое? Это бульон. Соус. Соус? Да, от щек, которые щеки варят. Соус щек. Да, они варятся 4 часа. Звучит очень аппетитно. Соус щек. Так. Сколько варились? 4 часа. Так. Вот, и как бы остается от них такой соус, как демигляс. Демигляс, его прям очень долго же надо, да? Ну да, 24 часа вроде в сутки. Здесь как бы он варится 4 часа, и получается такой вот соус. Лайтовый щечный демигляс. Да, Можем так? можно так назвать его. Итак, Алексей, ты сварил уже кашу, я смотрю, да? Убрал ее уже, да? Что теперь будем делать? Сейчас будем делать, жарить грибы, лук, А что за грибы? вешенки. А зачем нам ягоды? Это что за ягоды? Это смородина. Это, Нет? да, черная смородина. Так. Что мы с ней будем делать? Мы добавим в соус, мясной соус. Так. То Добавим, есть у тебя тоже есть вот этот вот да, соус да, знаменитый. щечек, знаменитый щечкин соус. Какая красота тут вообще, вот вы не видите, да? А это очень красиво. Тут грибочки жарятся с лучочком, такие запахи нереальные, просто вкусненькие. Сюда бы еще ту картошечку из предыдущего салата. И селедочку. И все, и селедочку. И можно заканчивать программу. А здесь вообще красота. Здесь все очень цветное и яркое. Я вообще люблю очень яркую еду. Ну, психологи же говорят, что еда должна быть цветная прям вся. И чем ярче, тем это круче. Тем это вкуснее должно быть даже. И на настроение как-то это влияет. Я очень хочу уже попробовать то, что они тут приготовят. Так, это что это такое? Это соус как раз из копченого перца. Из копченого чего? Болгарского перца копченого. Болгарский перец мы коптим. Так. На щепе ольха, яблоко. Потом я его бланширую, добавляю чеснок, добавляю зелень. Все это пробиваю блендером и добавляю маленький томатный сок с имбирем. Вот. Круто. Ну, попробуем, попробуем. Я думаю, что это вкусно. Алексей, Да. что у тебя происходит? Это тоже соус у Тоже, тебя тут, да, да? соус, Ты туда да. смородину добавил красную? Черную смородину. Ой, черную смородину. Черную смородину, да. И закинул прогревать щеки вместе. Ильнар, Алексей, вот вы сегодня участвуете в нашем конкурсе, в нашем батле. Да? Но это больше у нас такой больше дружеский конкурс, да, мы же все на позитивчике, да, таком вот, чтобы хорошее настроение у нас у всех было. Но есть же конкурсы, где прям шеф-повара бьются прям друг с другом и готовы на все, чтобы победить. В каких конкурсах вы участвовали и какие там награды у вас есть и где побеждали? В прошлом году в Казани проходил, как называется, выставка, да, Хорика Бай Казань. Принимало участие более там 50, по-моему, человек, поваров, шеф-поваров, сушефы, возможно, да. Я по оценкам жюри стал шеф-поваром года Казани 2018. Ну, у тебя очень достойный соперник. Я боюсь, что некоторые зрители нас не поймут. Зачем ты натер кызылык на терке?
Ну, я хочу добавить маленько такой, да, татарский акцент, татарский манер, да, допустим, сельдерею. Чтобы у сельдерея был вкус конины, вяленой конины, нашего Кызылык, да, который вот именно с Казани. Он, да, как раз попробовать, да? чуть-чуть с деревни, он такой прям, у него маленько если жир присутствует, да, как бы, ну, как положено делать Кызылык. Ильнар, я так понял, что ты пытаешься как-то вот эти татарские традиции немножко осовременить. Ну да, вот натирая как бы, Кызылык да, и так далее. стараюсь как бы, да, использовать все равно те же татарские как бы навыки, да, которые как бы я сам татарин, добавляю маленько просто татарский как бы акцент непосредственно, да. Ну что, я так понимаю, у нас все готово, и осталось только это красиво засервировать. Давайте. Друзья, мы закончили наш второй раунд. Мы приготовили основное блюдо, главным ингредиентом которым были телячьи щечки. Рассказывайте. Ильнар, начнем с тебя. Давай. Это, во-первых, это очень красиво. Я могу сказать, что это очень красиво. Я здесь забланшировал овощи, как бы, да, обжарил на соке из как раз таки копченого болгарского перца. Это цукини, болгарский перец желтый. Добавил маленько лук-порей. Здесь пюре из сельдерея с вяленой кониной, пыль из розы. Что? Пыль из розы? Да, из сушеной розы. Вот. Это законно вообще, нет? Ну да. Точно? Да. Ладно, хорошо. Вот. Облепиховый гель, соус как раз таки из щек. Подождите, ребята, облепиховый гель. Для душа, для Нет, волос? это облепиховый Что гель, он это? готовится на основе облепихи. Добавляется туда мед, добавляется туда сливки, добавляется туда чуть-чуть сока апельсина, чтобы облепихи не свернулись. Как бы это все блендируется потом и как бы через сито просиживается. Так, ну что, выглядит красиво, скоро будем пробовать. Алексей, что это такое? Ну нет, я в смысле видел, что это, там каша. Да, Там- каша из полбы с сыром, щеки, печеный лук, жареные грибы и соус. Тот соус, который мы делали. Но Тот самый меня соус. больше волнует, что ты натирал сверху, потому что... Покажи, пожалуйста, этот сыр, который ты натирал. Это такой твердый сыр в специях. А как называется этот сыр? Белперкноли. Белперкноли. Алексей, я начну с твоих щечек, хорошо? Если ты не против. Я не против. Так. Ой, они такие мягкие. Я думал, мне нож понадобится сейчас. А не надо, оказывается, нет? Это очень вкусно. Вот прям это... Эти мягкие щечки. И что, я раньше не ел щечки, скажите, пожалуйста. Это очень вкусно, Алексей. Вообще очень-очень вкусно, серьезно. У тебя вкусно? Да я уверен, что у тебя тоже вкусно. Тут это... тут выпендрёж, вы помните, да? Гель из облепихи, розовая пыль. Все очень модно и модная татарская кухня. Ильнар. Это тоже очень вкусно, серьезно. Это очень вкусно. Здесь пюрешка делает свое дело. Прям. Она такая мягенькая, нежная. Все вот эти вот перчики, которые обжаренные, но они не мягкие, они еще хрустят. И это все очень прям вкусно. Ну, я не знаю. Я отказываюсь выбирать победителя, честное слово. Поэтому, Алексей, Ильнар, я со своего барского плеча всем тебе балл и тебе балл. Все, вот так вот, ничья. В этом конкурсе, в этом раунде ничья. 2-1 у нас счет становится по итогам пока, за 2 раунда. Все решится в третьем раунде. Ну что, дорогие друзья, мы движемся дальше. И в нашем кулинарном батле третий заключительный раунд. Я напоминаю, что счет по-прежнему 2-1 в пользу Алексея. И в третьем раунде в нашем блюде главным ингредиентом будет хорт. Хорт – это сушеный татарский творог. В сети еще встречаются такие определения, как вареный творог или красный творог. Это лакомство в основном используется в качестве начинки для знаменитого многослойного татарского пирога убадии. Но также этот продукт можно употреблять в пищу как и самостоятельное блюдо к чаю. Тогда в хорт добавляют мед и сливочное масло. Сегодня же наши повара покажут, какие еще оригинальные блюда можно приготовить с использованием хорта.
Друзья, ну давайте рассказывайте, что будем готовить. Я хочу сделать, есть такой татарский национальный типа варенье, да, там из клубники я хочу сделать. Он называется вроде, если не ошибаюсь, шербет. Алексей, что у тебя? У меня будет оладьи с соусом из черной смородины и кремом из кырта. Все, круто. Я уже хочу это пробовать. Друзья, давайте, все, не будем тянуть время. Я предлагаю начинать. Друзья, я знаю, что у нас в Татарстане есть гильдия поваров Республики Татарстан, и вы оба в нее входите, это так? Да, совершенно верно. Чем вы там занимаетесь и зачем это вообще нужно в принципе? Ну, чтобы объединить всех поваров, шеф-поваров и двигаться, развивать культуру еды, гастрономии. Сейчас очень много туристов к нам приезжает, как бы непосредственно, да, и вот надо показывать нашу национальную татарскую кухню. Это здорово. Вы очень хорошим делом занимаетесь, я вам скажу. Это здорово. Так, что у нас здесь происходит? Пока у тебя, я так понимаю, все это варится, ты туда добавил мяты. Я добавил туда кусочки мяты, добавил Так. туда маленький сахар и сахарной пудры. Ладно, так. Алексей, что у тебя? Ну, мы уже начали делать оладьи. У теста для оладий какой-то секретный рецепт или нет? Он обычный. Яйца, мука, сливочное масло. Так. Ну, в принципе, все. Я не могу вообще. Здесь оладушки, здесь варенье. Мне хочется это вместе кушать. Я не могу ждать больше. Ну что, оладушки у нас готовы, варенье готово. Ребят, давайте уже наши блюда вот соберем так воедино, чтобы я уже скорее это попробовал. Ну что, дорогие друзья, дорогой наш Алексей, дорогой наш Ильнар. Ну, во-первых, я хочу вам сказать огроменное спасибо за сегодняшний кулинарный баттл. Напоминаю, счет у нас какой? 2-1 в пользу Алексея. И я вновь должен, просто выбрать вот среди этого всего. Я не могу это делать. Ну, ладно, окей, хорошо. Ильнар, вот кырт, у тебя все понятно, ты посыпал его сверху, да. А где твой кырт, Алексей? Мы кырт в креме, который сверху. Так, вот ты сказал, кстати, да, мы сделаем мусс из этого всего. Мы и сделаем крем. Крем, да, и как Да. ты его сделал? Из чего он сделал? Ну, там сгущенка, сливочное масло и кырт, и все взбиваем. Все понятно? Кырт на месте, ребята, не переживайте. Все, будем пробовать. Начну отсюда. Это как, ложечкой, вилочкой, Ложечкой, да. ложечкой, наверное, да? С мятой, с вареньем, с твоей любимой облепихой. Так, с моей любимой облепихой, все вместе. Как вкусненько. И мята такой свежачок добавляет. И кырт. Слушай, это вкусно, реально. Алексей, приступим к твоим оладушкам. Вот, на. Это тоже очень вкусненько. Давайте так, я рассуждаю вот с какой стороны. Это же десерт. И вот тебе принесли чаек, вкусненький, да? И у тебя есть вариант либо просто с варенькой, либо вот с оладушками. Я бы выбрал с оладушками. Я бы выбрал с оладушками, несмотря на то, что это вкусно. Алексей, я тебя поздравляю. Ну, слушай, честная победа, ты сегодня победил, но это чисто, опять же, мое субъективное мнение. Счет 3-1 в пользу Алексея. Друзья, спасибо вам огромное за сегодняшний кулинарный баттл. Спасибо большое, Алексей, спасибо. Было очень интересно. Я узнал много нового сегодня. И приходите к нам еще. Друзья, это были секреты татарской кухни. Смотрите нас каждое воскресенье на телеканале ТНВ в 11:30. Пока! Свобода! Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок.
on fire.